переворот в Таджикистане? Кто стоит за громкими арестами? Представлен каталог национальной одежды. Школы в Таджикистане. Русские идут. 12 июля известный юрист и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру, где был взят под стражу. Близкий к госструктурам источник на условиях анонимности сообщил Азади, что Шокирджон Хакимов задержан в рамках расследования дела в отношении экс-лидера Демократической партии и бывшего депутата парламента Сайджафара Усмонзада и в данный момент содержится в СИЗО города Душанбе. Напомним, что за последний месяц в Таджикистане было задержано несколько видных бывших и нынешних политических деятелей: Сайджафар Усмонзада, Хамрахон Зарифи и Акбаршо Искандаров. Также, по данным различных источников, было допрошено около 50 бывших членов правительства и деятелей оппозиции, в числе которых был бывший министр внутренних дел Йокуб Салимов и бывший полевой командир оппозиции генерал Саламшо Мухаббатов. А ранее Генпрокуратура Таджикистана сообщала, что Сайджафар Усмонзада был задержан по подозрению в попытке захвата государственной власти. Для реализации своего преступного плана Усмонзада вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом и запросил у представителя одной из зарубежных стран $10 миллионов, чтобы поднять население на протесты, говорилось в распространенном официальном сообщении по этому поводу. Усмонзада Сайджафар Усмон ва дигарон бо моддаи 306 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки кирдори ҷиноятиро барои бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият муқаррар менамояд мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. Представители таджикской оппозиции и эксперты высказали различные предположения по поводу происходящих событий. Оппозиция представила эти события как раскол в элитах и межклановые разборки внутри страны. Шарафиддин Гадоев, заместитель председателя Национального альянса Таджикистана, объединившего оппозиционные партии и движения за рубежом, заявил в интервью журналистам о следе некого российского генерала, который якобы предложил Сайджафару Усмонзада взять на себя роль лидера нового правительства. Сайджафар Усмонзада пешнод карда мешавад ки чӣ мешавад ки шумо ҳукумати навро дар Тоҷикистон роҳбарӣ кунед. Так объяснил Гадоев действия Сайджафара Усмонзада. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимур Умаров сомневается в возможности государственного переворота в Таджикистане. По его мнению, диктаторы путем выдвижения подобных обвинений часто избавляются либо от неугодных персон, либо от тех, кто опасен для государства, либо от тех, кто обладает важной или секретной информацией. Здесь с большей долей вероятности можно говорить о том, что было какое-то соглашение, которое не удалось реализовать, и поэтому Усмонзада, который всегда был лоялен режиму Эмомали Рахмона, стал просто не нужен, полагает Умаров. Также он считает, что не в интересах Москвы ставить под угрозу стабильность в Таджикистане и сменять Рахмона, который давно знает Путина и доверяет ему в достаточной степени. Если обратить внимание, то все эти уголовные дела инициированы Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан, а именно лично генеральным прокурором Юсуфом Рахмоном, который является сватом президента Эмомали и, соответственно, членом так называемой «большой семьи». Проводя подобные громкие задержания и аресты, генеральный прокурор в первую очередь демонстрирует свою личную преданность семье, а кроме того укрепляет позиции своего ведомства, выводя его на главные роли среди других правоохранительных органов ГКНБ и МВД. И однозначно, Юсуф Рахмон планирует войти в новое правительство Рустама Эмомали в качестве одной из ключевых фигур, рассказал редакции Хабархо собственный источник из Душанбе. барои чӣ бо муҳри махфӣ тафтиш мекунем, мо уҳдадор нестем ки ба ин саволи шумо ҷавоб диҳем. Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан показал образцы национальной одежды, рекомендованные для ношения девушкам и женщинам. А ранее в комитете заявили, что проект национальной одежды будет учитывать как национальные традиции, так и современные реалии. И создан он будет не только для женщин, но на этот раз и для мужчин, сообщает Азия Плюс.
ифода кардан, нигоҳ доштан, амон одобу рафтору либоси шарқиёнаи мардуми худ бояд ки дар мадди аввал шавад. Таджикское правительство уже на протяжении более 10 лет пытается навязать таджикским женщинам некий образец национальной одежды. Очевидно, что главной целью всех этих действий является попытка заменить исламскую форму одежды национальной. Причем главными инструментами в реализации данных планов выступает Комитет по делам женщин и семьи при правительстве РТ, Комитет по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, а также Министерство культуры, Министерство образования и науки и Совет улемов Таджикистана. Напомним, что 8 мая этого года Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, которые предусматривают запрет на ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды, а также запрет на идгардак – детские гуляния по случаю наступления праздников Иди Рамазон и Иди Курбон. Сразу после принятия поправок и даже не дожидаясь вступления поправок в законную силу, по всем населенным пунктам страны начались рейды и задержания женщин в традиционном исламском одеянии. Рейды проходили на рынках, в поликлиниках, больницах, а в крупных городах и на улицах. Были организованы рабочие группы для проведения рейдов и разъяснительных бесед с привлечением студентов и бюджетников, в том числе и на принудительной основе. Рейды продолжались около 3 недель, в течение которых среди населения нарастала волна недовольства, а в соцсетях не прекращались бурные обсуждения и выражения недовольства. Уже 19 июня Верхняя палата парламента Таджикистана утвердила поправки в закон об упорядочении традиций и обрядов, а 20 июня пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что он подписал в общей сложности 35 законов, которые направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям. После того, как исламские ученые и проповедники со всего мира осудили действия таджикского режима, а некоторые известные в Таджикистане персоязычные проповедники из Афганистана даже объявили режиму Рахмона джихад, власти начали задумываться о том, как разрядить ситуацию. Для этого они привлекли правительственных религиозных деятелей. Так, председатель Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдулкадирзада поддержал поправки к закону о запрете так называемой чуждой одежды и заявил, что национальная одежда также должна соответствовать исламским нормам. Таджикский народ имеет свою особую одежду, арабский народ тоже имеет свою особую одежду, каждая нация имеет свою особую одежду, и при этом соблюдаются шариатские нормы. Это важно, остальное не важно. Не обязательно следовать и слепо подражать чужой одежде, заявил тогда председатель Совета улемов. Вместе с тем, активная фаза рейдов была прекращена, что в итоге несколько разрядило ситуацию. Однако, как считают наблюдатели, режим не сдался, а просто сделал тактический маневр, и окончательный запрет хиджаба в Таджикистане – это вопрос времени. کلان مطابق شریعت است متاسفانه این درست نیست زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت رو بیان کردیم طلبات شریعت باید کلان سطر جسم زن بجز رو و دستش پوشیده باشد ولی امروزه نمونه ها رو من همه اش رو دیدم مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر گشاده هستند مویسر زنها هم پیشی مویهای پیش و هم در بر همه جا گشاده هستند همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها نمایان است و این با معیارها و طلبات دین مبین اسلام جوابگو نیست. Министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим Саидзода сообщил журналистам во время пресс-конференции 26 июля, что на данный момент в общеобразовательных учреждениях страны не хватает 2670 педагогов.
По его словам, такая цифра была на конец прошлого учебного года, и она может измениться с началом нового учебного года. Точные данные о том, сколько учителей не хватает в Таджикистане, будут после 1 октября. По согласованию с правительством в учебные заведения мобилизованы 2170 студентов старших курсов педагогических вузов, факультетов. Все они приступили к временной работе, заявил он. Каждый год к нам поступают сообщения от отделов образования городов и районов о нехватке учителей на грядущий учебный год. Кто-то выходит на пенсию, кто-то уходит в декрет и так далее. С учетом этого мы пришли к выводу, что нам нужно 4300 учителей, пояснил министр образования. Эксперты считают, что нехватка учителей в общеобразовательных учреждениях объясняется низкой учительской зарплатой. Средняя зарплата учителя в Таджикистане составляет от 1200 до 1500 самани, $110–140. Для сравнения, на октябрь 2023 года зарплата учителя в странах региона составляла: Таджикистан $75–115, Туркменистан $180, Кыргызстан $200–350, Казахстан $300–680, Узбекистан $300–820. За последние десятилетия страну покинули тысячи талантливых и образованных людей. К сожалению, до сих пор этот процесс продолжается, последствием которого является большой моральный и интеллектуальный ущерб, мешающий устойчивому развитию страны. Кроме крайне низкой заработной платы, основными причинами утечки мозгов являются высокий уровень безработицы и невозможность найти достойную работу или продуктивную занятость, нереально высокие нагрузки, жесткое обращение со стороны руководства учреждений, отсутствие возможностей для продвижения по карьерной лестнице, заявил в интервью Азии Плюс бывший глава миграционной службы Таджикистана и эксперт по вопросам миграции Анвар Бабоев. Вызывает большое сожаление, что молодое поколение и люди среднего возраста, имеющие ученую степень, интеллектуальный потенциал, тоже выезжают. Вместе с тем, на днях стало известно о прибытии в Таджикистан очередной группы российских педагогов. Они будут работать в республике по программе «Российский учитель за рубежом». Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Джамшед Джуразада в ходе пресс-конференции. Он напомнил, что это совместный проект министерств образования двух стран. По этой программе российские учителя отрабатывают 1 год в общеобразовательных школах Таджикистана и возвращаются на родину. В то же время мы обратились с просьбой направить в республику больше учителей, сказал Джуразада. Искренне признательны вам, уважаемый Имамали Шарипович, за внимательное отношение к русскому языку в Таджикистане. Программа «Российский учитель за рубежом» реализуется с 2017 года. В 2023-2024 учебном году в 15 школах Таджикистана преподавали 76 учителей из России, а в следующем планируется, что учить таджикских школьников приедут еще более 100 педагогов. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.